Детский омбудсмен Коми обратилась к родителям республики. Уполномоченный по правам ребенка призывает не отпускать детей одних на водоемы и как можно чаще объяснять правила безопасного поведения на реках. В выходные в Коми утонуло сразу 3 детей. Еще нескольких удалось спасти. В большинстве случаев школьники купались одни, без взрослых. Тем временем ответственность за несовершеннолетних несут законные представители. Ольга Коняева продолжит. В такую жару вода манит своей прохладой. Вот и в поселке Жешер Усть-Вымского района 3 детей решили искупаться без разрешения взрослых. Как 8-летний мальчик ушел под воду, друзья не видели. Спасатели нашли погибшего ребенка в 10 метрах от берега. Еще одно происшествие случилось в поселке Смолянка Усть-Куломского района. Там в реке Вычегда купались 12-летние девочки одни, без присмотра. Отдыхающие поблизости сельчане увидели, как подростки начали тонуть. Вытащили их на берег, оказали как могли первую помощь. Для одной это стало спасением. Вторая девочка все-таки погибла. В Сыктывкаре трагедия произошла прямо на глазах у родственников. Мама с детьми гуляли у реки в местечке Алешино. 13-летний мальчик со старшим братом играли с собакой на мелководье. Ничего не предвещало беды. Но в какой-то момент подросток оступился и ушел на глубину под воду. Школьник не умел плавать. Его пытались спасти, но тщетно. Сейчас идут поиски утонувшего. Все 3 случая произошли на Вычегде. Из местных рек эта водная артерия особенно коварна. Буквально напичкана ловушками. Каждый год рельеф дна меняется, и непроверенные места могут неприятно удивить купальщиков подводным течением и водоворотами. Впрочем, стихия всегда непредсказуема. По 2-3 судна 16 подразделений центра ГИМС, полиция и общественники каждый день дежурят в опасных местах на реках всего региона, где часто купаются люди. В Сыктывкаре 6 спасательных постов. Вторую жизнь утопающим даруют и простые жители. В местечке Чит у нас в субботу, в пятницу было спасено 3 детей. А в субботу вечером тоже 3 детей было спасено. Готовится документация там на тех людей, которые приняли участие в спасении. Плюс у нас, которые по Усть-Куломскому району, там, где было пострадавших 2 девочки, одна из них утонула, а одну спасли, тоже готовим документы на награждение. Там были 3 мальчика, уже взрослые, 19-16 лет, которые вытащили именно девочку и проводили первоначальные реанимационные действия. С начала летнего сезона в Коми утонуло уже 5 детей. Следователи проводят проверку по всем фактам. Умение плавать не гарант от несчастного случая, и рядом может не оказаться спасателя. Родители должны сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не случались. Чуду, наверное, надо радоваться, которое помогло спасти каких-то детей от гибели. Но, к сожалению, на сегодняшний день, в начале лета, мы потеряли уже много для нашей республики. Поэтому очень большая просьба к вам, дорогие родители, чаще напоминайте правила безопасного поведения на воде. Обязательно повторяйте это правило, особенно те, кто живут рядом с рекой. Помните, что жизнь вашего ребенка – это самое ценное, что есть на земле у вашего ребенка и у вас. Помните, что самое главное на свете – это вы у ваших детей, а дети – это у вас. Даже наблюдать издалека, как ребенок купается, недостаточно. Заходить в реку и в любой другой водоем можно только вместе с родителями. Вот главное правило для всех – детей и взрослых. Надо напоминать своим детям, чтобы, например, они не находились одни в воде, без присмотра и контроля взрослых. А также обеспечить своих детей безопасными жилетами, специальными нарукавниками. Не находиться на пляжах, которые запрещены или на которых имеются запретительные знаки. А также контролировать их нахождение в воде, чтобы более 15 минут ребенок находился в воде, которая может привести к пагубным последствиям. Также запрещать ребенку, чтобы он прыгал в воду с пирсов, с берегов, с плотов, например. Или если ребенок плавает, чтобы не направлялся в сторону движения водного транспортного средства. Из 6 десятков планируемых мест отдыха подготовлено и открыто в Коми только треть. Официально купаться, по сути, можно только на 3 пляжах – в Сыктывкаре, Ухте и Усть-Куломе. Там обследовано береговое дно водолазами, дежурят спасатели. Не лезть в воду, не зная броду, летом эта народная мудрость как нельзя актуальна. Особенно для детей, в ответе за которых, конечно, в первую очередь родители. Ольга Коняева, Олег Жуковский, Олег Юшков, телеканал Юрган.